Маршал Дышук Масынек, здравствуйте. В человеке все должно быть прекрасно. И лицо, и одежда, и душа, и мысли. Антон Чехов. Но из этого перечня мне хочется остановиться на одежде, потому что предметом нашего сегодняшнего разговора будет традиционная ингушская одежда. Эта тема вам всем близка, потому как мы, ингушский народ, веками впечатлялись этой одеждой. Она приносила нам радость и удовольствие. Я хочу, чтобы наши мужчины, участники этой передачи, продолжили мой разговор. Прошу вас, Амир Абукарович. Добрый вечер, дорогие телезрители. Я Плиим Амир Абукарович, член Общественного совета города Карбулак, депутат Барсукинского сельского поселения, проживаю в данном городе с 1978 года. Тема она актуальная, тема она благородная, но чуть-чуть я хочу уйти в сторону и начать с мудрой арабской пословицы. Она гласит: лучше заблудиться со своим народом, чем с врагом найти дорогу. Какая прелесть! Что касается нашей темы сегодняшней, она очень богатая, очень интересная и очень нужная для сегодняшнего поколения нашего народа. В мире существует 8 миллиардов 73 миллиона человек. И в мире существует 2400 народностей и наций. А на территории России 190 наций и национальностей. Так вот, сегодня ингуши доказали, приумножают и умножают, что они действительно люди высокого звания. А в чем заключается это высокое звание? Недавно мы отмечали 32 года назад нашей республики, и за 32 года из 8 миллиардов 73 миллионов человек единственная нация, которая воспитала 4 олимпийских чемпионов и более 800 человек чемпионов России, Европы, мира и межконтинентальных кубков. Единственная нация в мире – это ингуши. Достигли этих успехов. Единственная нация в мире за 2 года специальной военной операции, которая дала России 3 героев России. 2 посмертно и 1 легенда нашего народа Хашагульгу Султан Юсупович. 8 декабря 2023 года главнокомандующий Вооруженных сил России Владимир Владимирович Путин наградил нашего земляка Героем России. 4 мая 2024 года этот же Путин, главнокомандующий, досрочно присваивает нашему земляку Хашагульгову, минуя звание майора, звание полковника. И вот тоже ингуш, наша легенда, наш человек, и воспитанник нашей среды. Национальный костюм. Теперь о национальном костюме. Я чуть-чуть похвалю себя. Я служил 1968-70 год при Балтийской военный округ, при советской власти, Латвийской ССР, город Даугавпилс. Это продолжительность обороны страны. И дали отпуск, я приехал в отпуск, а я в этом городе участвовал в ансамбле, военном ансамбле. И был такой танец лезгинка, где его единственно исполнял я. Со мной был один балкарец и я. Больше никого не было. Приехал домой, приезжаю в город Орджоникидзе, заказываю этот костюм полностью. Просто у меня аж душа лежала, чтобы вот взять этот костюм. И в этом костюме прекрасно станцевать в Прибалтике танец лезгинку. И что мне это удалось.
Почему эта форма, она идет, не только идет, а даже вот как будто с рождения ингушей, она им просто присуща. Там сочетается все. Красота, мужество, благородство, терпение, уважение. Все там, в этом костюме. И если у меня получилось бы, если так, я бы, наверное, всех мужчин нашей республики одел в этой костюме, в этот костюм. Так все-таки вы станцевали? Конечно, и притом нормально. Не один день, а где-то 8 месяцев. Грамоты, призы, все было. А какие были овации, я Овации представляю? сильные были. Хотел бы, чтобы вот эта традиция наших национальных костюмов побольше мужчин одевали ее, носили ее, знали, что действительно это форма ингушская, чтобы будущее поколение знало, кто такой ингуши. Когда мы вошли в состав России, не имея партии «Единой России», ЛДПР, Компартии, «Справедливой России», наши отцы и деды мудро, умно нашли соседа Россию и добровольно, без никаких этих, вошли в состав России. И все были в черкесках. И все были в черкесках. Какая красота. Да, вот. Да, спасибо большое. Я хочу сказать, что ингушский национальный костюм – это неотъемлемая часть наших традиций и адатов. Вы, конечно, с этим согласитесь. Он особенный в своем оформлении, крое, своя цветовая гамма, своя узнаваемая декорация и, что очень важно, своя комплектность. И в совокупности уникальная красота. Юлиус фон Клапрот, аристократ, дворянин, ему виднее, писал, что одежда ингушей начала XIX столетия похожа на одежду других народов Кавказа, но она, как и их оружие, выглядит изысканнее. Она состояла из короткого чокля с газырями, длинных штанов, плотно прилегающих к щиколотке, из темно-коричневого неплотного сукна, а на ногах кожаная обувь. Продолжите, пожалуйста, Хусейн Магомедович. Абсолютно согласен с вами, что это одежда наша национальная, то, что носили наши деды и прадеды, наши бабушки и прабабушки, носит особенный характер. И преемственности поколений, если судить воспитанию подрастающего поколения, дух и нравственности, морали и так далее, продолжение наших обычаев, адатов и прочее, ну и еще многих моментов, знание про эту одежду, тем более видеть ее воочию, и людей видят, которые носят эту одежду и так далее, и исторически про нее вот рассказы, и то, что искусствоведы раскрывают нам детали всей этой одежды, играет, думаю, большую роль, и у них открывает им глаза, насколько было благородство действительно у тех людей, которые носили эти костюмы. Наши отцы и матери, скажем так, условно. Потому что вот гляжу на этот костюм, ну и всем нам он знаком. Но благородство не потому, что они носили эти костюмы. Естественно, но это одно из элементов, я считаю, и одной из причин, которые воспитывались у них, черты благородства, мужества, любви к своему народу, той общине и социуме, в которой они живут, поддержка того, что и понимание того, что определенной степени, я сказал бы, идентичности, не отделяю от других народов Кавказа, и, например, казачество тоже носили такие похожие костюмы, но ингуши, они были в чем-то самобытным, более от других отделялись. Мужчины, если, например, взять, были джигитами, были смелыми, храбрыми, и именно этот костюм, вот сейчас мы сидим, я вижу этот костюм, там и газыри, в которых порох хранится. Женщины, что носили,
костюма, они думают, что отличались больше. Нам специалисты об этом Да, расскажут. я не искусствовед и в этом деле не мастер. Могу ошибиться даже немножко. Я погрешность признаю. Но сама любовь к этому мне впитана с детских лет. Я думаю, любому ингушу или войнаху, который с детства рос в своей среде и так далее, не может быть этот костюм нелюбимым и незнакомым. Потому что он с гордостью я почему сразу про подрастающее поколение сказал, чтобы им прививались вот эти чувства не национализма, не шовинизма или прочего, не отдаления от других себя народов, которые в нашей Российской Федерации очень много. Это как многоцветное поле. Но каждый из них как цветочек. Мне кажется, в большой России не меньше, чем мы, любят этот костюм. Да, я вот поэтому говорю, как можно не любить? И восторгаются. Восторгаются. И тем более при нашей современной возможности быть публичным, это и ансамбли наши выезжают, или где-то показывают по интернету, по телевизору. Весь мир видит нас, весь мир знает нас. Дяврясхов, Баркл, у меня сейчас вопрос к модельеру. Зиналь Магомедовна, с точки зрения гармонии, как вы думаете, наш костюм, он завершен? Касаемо вашего вопроса, я хочу сказать, что эту тему мы анализировали, мы ее обсуждали, собирались даже несколько раз к таким коллективам небольшим и вообще пытались провести вот эту параллель. Вообще, почему он так сложился? И как культура, как и кухня, как и все остальное влияло на этот костюм. И вот мы пришли к тому, что там именно в ингушском костюме, в женском, вот это излишество, их просто нет, они отсутствуют. Они и не нужны были в тех условиях. Все закончено, все гармонично, все на своем месте, никаких лишних деталей в этом костюме нету. Он и по силуэту очень красив. Он подчеркивает в девушке то, что надо подчеркнуть, и закрывает то, что не надо. Он делает, вот как наши башни, они высокие, вытянутые, да? Этот костюм, когда одевает девушка, она становится как эта башня. Высокая, вытянутая, особенно прямая. шапочка. Да, выравнивается спинка, подчеркивается талия. Там все продумано в этом костюме. Вот другие, ну, у нас как бы Кавказ большой, и на Кавказе представители других национальностей встречаются, да, такие же якобы костюмы, такие же элементы, все это есть, но что отличает, вот как сказал предыдущий оратор, что нас узнают. Я вот здесь сейчас я скажу, что нас еще пока не знают в плане нашего костюма. Нас просто узнают как кавказский костюм. Но есть в нашем костюме, конечно, но в нашем костюме есть что-то такое, что присуще только нам. Вот это то, что присуще нам, мы должны культивировать, мы должны это предъявить людям, мы должны это показать и объяснить, почему это хорошо, и почему это красиво, и почему это так было. Вот по эстетике, по ненужности каких-то лишних деталей и по значимости, именно по культуре подачи, вот ингушский костюм отличается от других. В нем присутствовал практицизм больше. Да, да. Лишнего не было ничего. Учитывая суровые условия, Да. в которых проживали ингуши. Да, да, да. Обособленность. Вот это всё, да, влияло именно на видение костюма в таком именно виде, как он сейчас есть. Конечно, мы многого не знаем. Многие вещи именно записи по костюму, да, там по кухне, по культуре, они просто исчезли в случае каких-то обстоятельств. Ну, мы в этом не виноваты. Если бы нас спросили, мы все сохранили, все, что могли. Вот. И если бы эти данные, которые хранятся в чьих-то музеях, в чьих-то архивах, дошли бы до нас, именно до наших ученых, специалистов, исследователей, я думаю, мы бы открыли для себя этот костюм еще по-новому. Зина Магомедовна, вот я ничего не утверждаю. Это просто мое видение со стороны. Я наблюдала за вашими моделями, дерзкие.
и в некотором смысле очень смелые. Вот. Но, вы знаете, в них много Европы. Мгм. Это мое личное мнение. Не приведет ли эта ситуация к стандартизации вкусов? Вот этот момент мне Нет, интересен. я вам сейчас объясню почему. Потому что вот эта культура, которая в нас сидит, они же дерзкие. Почему? Потому что в нас сидят амазонки. Это же не просто так, он дерзкий, и вы его заметили, что он дерзкий, а потому что у вас тоже сидит та же амазонка. Это часть нашей культуры, и мы от этого Но никуда наши не предки денемся. отдельно, что называется, изготавливали костюмы для амазонок Да, и да, да, отдельно да, для конечно. свадебных Да, процессий. но у меня не свадебные наряды, я вам точно скажу. Они больше даже повседневные. Их можно одевать, ну, может быть, на какие-то мероприятия их можно одеть, но это точно не торжественные какие-то случаи. Спасибо. Вот Ницше в своей новелле «Странник и его тень», вы наверняка читали эту новеллу, он пишет о том, что где процветает невежество, грубость нравов и суеверие, где торговля хромает, земледелие влачит жалкое существование, а местное население совершенно не хочет работать, там мы встречаем национальный костюм. Это говорит европеец. Добрый вечер, меня зовут Ася Саутиева, я представляю студию Фиара. Зинаэль Бекова, и мы работаем в тандеме уже более 2 лет. Мне бы хотелось сказать по поводу этих слов то, что если у народа уже сформировался с каких-то определенных эпох и времени свой национальный традиционный костюм, я считаю, что все-таки он говорит о том, что этот народ уже какое-то время, он уже существует в этом мире, правильно, со своими традициями, укладом, устоями и так далее. То есть можно уже определить возраст этого народа, да, если мы говорим о коренных кавказских народах, в частности, об ингушском костюме. То есть здесь вот я могу, конечно, немножко поспорить с Ницше, потому что все-таки это не отражает ту или иную сторону народа, то есть костюм. Он не может отражать лень или еще что-то подобное. Дело в том, что наш народ все равно, он формировался в стенах этих гор, скажем так, да, и наш костюм традиционный, он складывался именно ввиду природных условий содержания в этих условиях, то есть длина, там, ширина определенного костюма. Между прочим, есть у нас было суконное производство, да? все это было, имело место, да, но, к сожалению, пока мы сейчас не можем найти те очаги, в которых вот именно производились ткани, например. У нас очень много стерто с истории, с нашей. Единственное, мы можем, Кожевенно-меховое. это все присутствовало, потому что наше местное население без своего собственного сырья, они не могли просто существовать и, естественно, одеваться, и им нужна была одежда, им нужны были какие-то аксессуары, какие-то предметы быта, чтобы обогревали их и так далее. То есть, естественно, человек ввиду своей природы, он производил, по-любому производил, и то, что он производил из местного сырья, он использовал для того, чтобы одевать себя и свою семью. Вот поэтому я думаю, что здесь имеет место больше его какое-то такое видение со стороны, то есть он обобщил как-то этими словами, своим высказыванием о том, что у народа может процветать костюм ввиду его каких-то вот личных качеств, которые отрицательные, скажем так. Ницше, Но- как и по гипотезе сверхчеловека, немножко заблудился в этом вопросе. Я Не считаю, что правда ли? заблудился, да. Вот я сделала такую сноску после прочтения этой новеллы. Наверняка Ницше не бывал на Кавказе, потому что есть такая сложная классификация одежды, не правда ли? Действительно. Если мы ходили на работу, мы ходили в рабочей одежде. Если выходили в свет, то в праздничной. И так далее, и так далее. И этого всего было много. И из шерсти, и из кожи, и из сукна, из бумаги даже. Да, совершенно верно. Вот вы еще упомянули момент, когда вы озвучили, что в моделях вот студии Фиара, вот Зины, у нее присутствует больше европейского. То есть здесь тоже момент такой, что мы не знаем вообще на самом деле, кто основоположник этой самой моды первостепенной. Потому что, вот, допустим, изучая костюмы народов мира и народов Азии в том числе,
То есть выявился такой момент, что вот наш традиционный головной убор курхарс, которым вот сейчас мы занимаемся вплотную, он очень перекликается с головным убором сакских племен, раннесакских племен, которые по версии некоторых историков считаются прямыми выходцами с Кавказа. То есть даже термин сакское племя переводится как человек, да? То есть вот здесь вот тоже можно подумать об этом, то что действительно, а может быть действительно очаг был вот этой той самой моды. Миграционные. Да, то есть он зарождался на Кавказе, потому что мы знаем, что у Бунака было большое количество белых черепов, да, которые были найдены именно на территории Кавказа. Миграционные Конечно, процессы переносили и культуру. Конечно, обязательно переносили, и вот мы можем сейчас смело сказать, что у нас есть свои исследования уже небольшие, но пока мы их не озвучиваем, просто мы можем сказать, что у нас не просто так рождались какие-то атрибуты к костюму, даже та же самая определенная длина в женском костюме, она требовала социальных таких объяснений, да, условий, чтобы они вот именно носили такую длину, которая была не ниже щиколотки, да, потому что это было удобно в быту. Также ноговицы и все прочее. Щиколотка защищена была и прочее. И наша обувь традиционная, кожаная, тоже имела определенное свойство не скользить, да, то есть определенные какие-то были моменты в изготовлении этой обуви. Поэтому вот опираясь вот на современные какие-то там параллели, исследования, мы находим какие-то общие черты в каких-то костюмах. Но опять же, все-таки наш костюм, он несколько такой сдержан, он по-своему обязывающий, потому что какие-то определенные были моменты в нашей жизни, в наших предков, которые и заставляли подстраиваться под условия жизни, горные условия, и в какой-то период еще это подвигало к тому, чтобы они могли отражать в социуме какой-то, не просто какое-то положение, а статус просто той же самой девушки Суф, которая могла себе позволить носить головной убор курхарс. То есть вот... Позволительно да, ей было. то есть да, ну не каждая, может быть, могла, да, это себе позволить, но все-таки я думаю, что здесь моменты такие, которые просто так не исключают того, что после курхарса родилась вот эта традиционная шапочка, потому что она имеет крой совершенно сходный с курхарсом, это просто усеченный конус. Это вот наше видение такое, мы так считаем. Ингушская девушка, она не могла остаться без головного убора после того периода, когда перестали носить курхарс. Какое открытие это было бы для Ницше, который, наверное, полагал, что все народы, кроме немцев, в нагольной шубке бегают по горам. А нет, в тон вашего разговора я прочту вот эти прекрасные стихи. Когда горянка в круг выходит и только руки разведет, со стройным станом ее спорят вершины гор и птиц полет. Танцор подтянут, словно струнка, в его движениях простор, и в танце огненном лезгинка ведет безмолвный разговор. Люблю я танец твой, горянка, и твой торжественный наряд пленяет сердце без остатка твоих очей прекрасный взгляд. Друг друга взглядом лишь касаясь, их танец с музыкой парит, дуэт в поэму воплощаясь, как страстный диалог звучит. Мадина Борисовна, я хочу в продолжение вот этих прекрасных стихов, вы нам рассказали и о женском, и о мужском национальном ингушском костюме. Говоря об ингушском национальном костюме, нужно сказать, что, конечно, как многие до меня говорящие, отметили, что он отображает, он вообще как бы уходит, рассказывает безмолвно об истории народа. Он рассказывает о его культуре, о обычаях. Если вот мы, допустим, с вами посмотрим на национальный ингушский костюм, представленный в нашем музее, вот первое, что... Вы начнете с мужского. Да, с мужского. Первое, что приходит... Ну, все-таки начну с мужчины. У нас все-таки не матриархат. Да, и первое, вот что приходит в голову. Вот что приходит в голову, глядя на этот костюм. Что это вот совершенно правильно Зинель говорит, что это прежде всего мужчина. Понимаете? Вот когда мы говорим о том, что вот какие-то там, допустим, украшения, дополнительные какие-то орнаменты, он не нужен ингушскому мужчине.
потому что мужчина был прежде всего воин. Это был защитник своей семьи, это был защитник своей родины. Он жил нелегко. Он в любой ситуации, он как бы вот найдет какую-то ниточку и Ну, вы можете будет себе представить, что развиваться. в это время была такая фурнитура, такие ткани богатые? Тканей богатых, возможно, не было таких, но у нас были замечательные мастерицы, которые изготавливали ткани, домотканое сукно, которые вышивали. Были золотошвейки, которые делали галуны, которые вообще наши женщины и даже вот какие-то путешественники, они отмечают, что очень большие трудности и очень много было как бы на женщине. Да мы по нашим бабушкам это знаем. Мы это знаем, да. Потому что Они- у нас с измольства Да. обшивали бабушки. Да, они работали и на мельницах, наши женщины, они занимались домашний очаг, они охраняли, они при этом шили одежду для своих детей, для своих мужей, для себя, а мужчина, он был воин, Защитником. он был защитник, он был добытчиком. Ну, то есть это мужчина вот с большой буквы, можно сказать. Поэтому и костюм Роли были четко разделены. четко были разделены, да, и поэтому каждый знал свое место. Это очень важно, и я думаю, что в наше время вот этого, наверное, не хватает во многом. Вот многие говорят, что вот нет, вот надо, вот, чтобы было так, мы меняемся, все-таки женщина уже как бы так шагнула вперед, она может себе позволить. Это не Мы меняемся или начинаем подражать? мы начинаем подражать, потому что я считаю даже то, что вот и Зинель как бы Магомедовна говорила, да, вот мы сейчас многие, допустим, как вот уходим, возможно, как бы в арабскую какую-то культуру материальную, нам этого делать не нужно. Да, мы, допустим, мы были в исламе, были какие-то моменты в язычестве, там, какие-то моменты пришли сейчас, допустим, мы к тому, что мы в исламе. Альхамдулилла, очень хорошо. Но Аллах нас создал народами, понимаете? Нас Всевышний Аллах создал народами. Поэтому мы должны быть разные, понимаете? Это ваше мнение. Это мое личное мнение, потому что мы несем свою культуру, потому что мы ингуши, арабы, немцы, англичане. И понятное дело, что и мы древнейший народ, который несет очень древнюю культуру. А то, что страдания страшные по европейской одежде, как вы на это смотрите? Вплоть до того, что ингушские невесты стали выходить замуж в европейской одежде. Ну, я как бы вообще противница этого, потому что я считаю, что красивее нашей одежды нет ничего вообще. Понимаете? Это то, что делает, ну, как бы это твоя идентичность. Понимаете, это вот, допустим, посмотреть на мужской, допустим, национальный, на женский костюм. У нас какие-то вот по мужскому костюму, допустим, мы видим какие-то очень строгие конструкции костюма, строгий силуэт. Очень сдержанный был у мужчин колорит. Это вот говорил как раз-таки, не просто это было вот просто в таком цвете или вот в такой форме. Это характер мужчины был такой. Вот когда мужчина был характер такой, он был и костюм такой. Понимаете? Соответствующий. Поэтому мужчина должен оставаться мужчиной, а женщина должна оставаться все-таки женщиной. Расскажите нам о костюме. Ну, костюм, мужской национальный наш традиционный костюм, он, допустим, в более древние времена состоял, он, кстати, был похож на данный костюм более позднего периода. Он состоял из нательной длинной рубахи, это могло быть сукно домотканое, на пуговицах. А поверх вот этой нательной рубахи одевался кафтан. То есть кафтан, на который он был распашной тоже, как и черкесска более позднего периода. Единственное, может быть, что отличало, не было газырниц и не было газырей. Вот. Но пояс, кожаный пояс с какими-то накладками из серебра, бронзы, и обязательно ношение оружия, оно присутствовало. Газырницы появились позже. Они появились позже. Вот уже более поздние времена, это примерно, наверное, скорее всего, конец 18 и 19 век, уже стали появляться в могильных склепах, мы видим костюмы, где уже были газыри. А в более древние времена их не было. И шапка была... Но это тоже какая-то необходимость. Естественно, потому что появились кремниевые ружья. Поэтому появились газырницы, появились газыри, в которые заправляли порохом. И которые, это вот просто была необходимостью было. Достать с нагрудного карманчика пороха. Конечно, это было да. очень И ты удобно. пользовался этим. А в более поздние времена уже, насколько я знаю, появилось 5-зарядное ружье, и уже как бы
уже как бы это все стало как-то, ну все движется, прогресс, и поэтому как бы все в костюме тоже немножечко менялось. А более поздние времена, вот когда вы сказали, что известный ученый, путешественник Юлиус Клапрот, он уже пишет о том, что путешествовал, в общем, ехал в Грузию, и на пути к Грузии он был в Ингушетии, он пишет, что одежда, она как бы такая же, как и у кавказских народов, Ну, изящнее. но она, как их оружие, оно более изысканное, да, вот он это отмечает. А что касается женского костюма, он тоже всегда был не одинаковый, потому что, допустим, в Средневековье костюмы несколько отличались. Это было, опять-таки, нательное платье. Женщины носили нательное платье. Сверху одевали распашной халат. И в области талии он завязывался кушаком. Ткани могли быть, в зависимости от материального состояния как бы, девушки, которые носят этот костюм, они могли быть более богатыми, могли быть просто из сукна. И вот тот головной убор, который вообще отличает ингушей, и не было ни у одного из кавказских народов, это наш головной убор курхарс. Вот они представлены вот они здесь. представлены. Короче, автором вот этих вот головных уборов как раз-таки является, насколько я знаю, Ася Саутиева. И вот надо отметить, что наш музей на сегодняшний день собрал большую коллекцию костюмов, который повторяет как бы средневековый костюм и более позднего периода общекавказский костюм. А в данном случае мы видим костюм более позднего периода, можно сказать даже, что это общекавказский костюм, который состоял из нижнего платья, нательного, сверху вот типа черкесски одевалось распашное платье, и неотъемлемой частью как бы этого костюма являлось нагрудник серебряный и пояс. В данном случае есть просто стилизованное платье, мы видим, как бы оно украшено несколько по-другому. Но нагрудник и пояс, они всегда присутствовали. Не знаю, вот насколько это правда, нет, но я слышала такую версию, что по количеству звеньев на нагруднике можно было даже узнать, с какого шахара девушка. Как бы такая версия тоже существует. Но это, как бы говорится, это уже работа ученых, они должны изучать все, как бы, вот. Так это же логично. Логично, да. У всех были свои мастера. Да, свои мастера были. И вот как бы я слышала, что по количеству этих звеньев можно было узнать, с какого шахара девушка. В нашей программе принимает участие модельер ансамбля «Ингушетия» Хадижат Дасхоева. Скажите, пожалуйста, вот за период вашей работы какие изменения претерпели национальные костюмы? Есть какие-то вызовы современные? Последнее время я работаю уже лет 29 лет, заведующей Солидный костюмерницей. возраст. Но у нас все наши костюмы чисто национальные ингушские рисунки, которые нашивают на них, да. У нас нету другой нации, ни одни костюмы. Если костюмы мы делаем танец, например, кабардинский, там уже кабардинские рисунки. А чисто наши национальные, у нас ингушские, также и шапочка, и кошелек. Вот, например, невеста одевается, это все должно быть подходить. Серебряный нагрудник, пояс. Вот такая красота у нас. Очень красивые костюмы. Госансамбль Ингушетии, когда выезжает, это бывает, лучше нету ничего. Вы знаете, я сама видела, как восхищаются Да.
и в Татарстане, Да, и да. в Поволжье нашим мы были ансамблем. мы были даже очень сильно в Кремле, восхищаются костюмами. когда 20-летие было, ансамбль, когда мы туда приехали. Даже люди, есть парни, просили одеть костюм и сфотографироваться в них. Да, у нас очень скромные мужские костюмы. Мне вообще, я лишнее ничего не люблю. И ребята, которые одеваются, они бывают четко на них одетые, и шапки, и козыри, и кинжалы. И сразу мужественнее становится. Это и ниже колена. Почему они одевают ниже колена? Потому что внутри одеваются ичиги же. И вот здесь они должны закрываться, здесь они завязываются, и вот чтобы это было вот кожаные там, только выглядывают сапоги. Это с точки зрения эстетики получается? Да, наверное, так оно должно быть. На каждый танец, вот, например, курхасы мы одеваем, да, у нас есть ингушский танец специально, да, когда наши когда-то в каком-то веке эти курхасы одевали, вот у нас есть такой же танец, ансамбль одевают, очень красивые, даже здесь нету такого ни одного курхаса. Потом есть костюмы нартов, жигиты, которые одевали, они натуральные камни, такие, ну, кинжалы, там все это очень правильное, то, что действительно одевали наши предки, да-да. Но теперь у нас открытый цех, мы уже нигде никого не заказываем, шьем у себя национальные костюмы, так что можете в любое время приходить. Свои лекала, свои разработки. Лекала, разработки, все четко. В любое время можете приходить, мужчины, женщины, нет проблем, пошьем костюм. Хадижат Хамзатовна, вот от того, какой материал вы выберете, от этого же тоже очень многое зависит. Да, мы выбираем материал, например, мужской материал, да, он должен быть, какой он цвет хочет, ну, чтобы он там не мялся, не тряпочный такой был, четко же мужской материал должен быть. Сейчас можно это сукно Да, подобрать? да, без проблем. Вот в последнее время какие-то вызовы времени есть, когда вам хочется сделать другой раскрой, использовать другие материалы, Вот у нас сейчас прочие какие-то дополнения этот раскрой или у нас сейчас новшества? был, мы уже пошили к 100-летию готовимся, новые костюмы пошили мужские. А вы не сотрудничаете с Зенель Магомедовной? Пока нет, пока не Нет, они А только в 2 планах года на работают. перспективу? Нам без проблем. Они могут в любое время приезжать, нам подсказать, как хотят. У нас Направление. очень красивые нартовские костюмы. Даже ни у кого нет таких костюмов, как у нас. Ни в одной республике нет. Вот мы сказали курхарсы, нартовское направление, да, и классическое ингушское. Но при всем при этом дух все-таки един, да? Да, да. Вот нартовские одевают мужчины костюмы, да? Тут же девушки тоже одеты в нартовских костюмах. Ну, конечно, не так, как у них, более по-женски. Позвольте. Мне очень нравится, Хадишат Хамзатовна, высказывание, что для того, чтобы станцевать как ингуш, нужно родиться ингушом. Это точно. Я не знаю, как другие, но я могу в любом уголке мира распознать, это танцует ингуш или нет. Мне очень нравится, вот иногда показывают, старики там танцуют, как они это скромно ведут себя, какие они движения делают. Это сразу видно, что это ингуш. Вы знаете, в некотором смысле мне кажется, что это танцы воина. Вот Да. этот поток энергии, который бушует в ингушском танце, мне кажется, он распознаваем, где бы ни танцевали ингуши. Это точно. А в горах, когда танцевали ингуши, парни, да, они же одеты были в таких лохматых попахах. И какие они движения делают, как они себя... Это никто так не может, мне кажется, так, не знаю. То есть высказывание, оно верно, да? Да, Нужно родиться ингушем. это точно. Мы каждый год в республике отмечаем праздник национального костюма. Как вы думаете, почему появилась такая необходимость? Мне кажется, пришла, это вот просто уже исторически, наверное, мы дошли до того периода, до того момента, когда мы почувствовали, что мы можем потерять и то, что осталось. Эта необходимость, она, наверное, вот прям созрела в то время, которое надо. Нам И нужно это к не этому... потому, что людям это не нужно и не интересно. Нет, именно что нужно людям, это Да. нужно стало.
наверное, поняли опять-таки, что мы можем заимствовать чужую культуру и окончательно потерять свое. Это, мне кажется, это точно прям. И такой момент, что для того, чтобы этот национальный костюм совсем не умер, надо что-то делать для этого. Если вот присутствующие все здесь как-то причастны к этому, и каждый на своем месте пытается сохранить то, что есть, и я считаю, было бы еще, наверное, подспорьем, если бы и Министерство культуры присоединилось к нашим порывам, энтузиазму нашему, Министерство национальной политики тоже поддержало бы инициативу нашу. Вот вопрос о том, что надо открыть просто центр ингушского костюма, он необходим. Если будет такая возможность, и нам помогут, желание и у меня, и у других, кто занимается этим, большое, и каждый проявит себя, мне кажется, на 100%, для того, чтобы возобновить, возродить, поставить на должный уровень ингушский костюм. Нам обязательно нужен центр ингушского костюма. Необходимость такая назрела, да? Еще знаете, как красиво, когда вот, например, ко мне на работу приходит парень и просит костюм. Я говорю, зачем тебе этот костюм? Кильглацвоца. Это сохранение своей духовности, идентичности. И, кстати говоря, люди, которые принадлежат этому этносу, они ответственны за сохранение своей культуры. И это бесспорно. Конечно, если вы принадлежите этому этносу глубоко и осознанно. Дело в том, что вот по поводу последних тенденций, вот в связи с тем, что девушки наши выходят замуж в нетрадиционных костюмах, это все равно тоже навеивание и интернета, и Запада, и всего прочего. Потому что вот эти новшества они получают в связи с тем, что они поглощают массовую информацию извне, да, и нет вот этой вот самой пропаганды национального костюма должным образом. Все-таки этой пропаганды у нас нет. То есть поскольку у нас социальная... Разве мы могли подумать, что для этого нужна пропаганда? Да, совершенно верно. Потому что сейчас вот социум, да, он у нас мало ориентирован на то, чтобы развивать в детях, в подрастающем поколении вот этот здоровый патриотизм. Чем пристальнее всматриваешься в ингушский национальный костюм, как в произведении искусства, тем больше находишь в нем ценностей. В некотором роде он становится летописью нашего народа, его истоков, которая языком колора, формы, орнамента раскрывает нам законы красоты народного искусства. Каково же было эстетическое значение для наших предков, если они в столь сложные, суровые времена создавали такую красоту? Как вы думаете? Всем здесь сидящим и вам, и народу известно, что достигли ингуши за 32 года. Теперь вот парад. Я чуть отвлекусь. Могу дать, мы можем. Парад вот прошел. На параде командир расчета ракетных войск стратегического назначения С-400 не с автоматом ходит по брусчатке. Командир расчета Майсигов Ахмед Вахаевич, житель села Барсуки, ингуш. В прошлом году Цуру Магомед Баширович, ингуш. В 2008-2009 расчет возглавляет Олегов Бадурдин Заудинович. Мы можем же? Так, и формулу гятся, Да. А Это что вообще- по этому поводу думает Хусейн Магомедович? Честное слово, слушаю и восторгаюсь. На самом деле, я теперь понимаю, почему у нас такой национальный костюм, такой, скажем, брутальный, я бы сказал, по-современному, без всяких лишних вот этих. Все, и выковал такой дух и мужественный характер не только в мужчинах, вот рядом сидящих, но и в женщинах, и всех остальных, с таким патриотическим направлением в своем народе. Хотя я интернационалист по своему духу, занятости, воспитанию и прочее. Но скажу, почему бы не быть, чувствовать себя причастным и рожденным
в том социуме, который называет свой круг национальным языком, и тем более у нас 32 года уже существует своя республика со всеми атрибутами власти. И в пику эту вписывается, я думаю, и желание вот, традиционно иметь вот таком важном мероприятии, как выдать дочь замуж или женить сына в национальной одежде. Я там не вижу ничего такого какого-то другого народа. И третье, десятое. Ведь если так вдуматься, мы сейчас же про национальный костюм говорим, если мы же не зря об этом говорим, и не зря составляются эти передачи, программы о национальном языке, о национальном костюме, о национальной пище и так далее, не вопреки чему-то, а в том, чтобы наполнить содержанием, богатым содержанием общую культуру нашей Российской Федерации. Каждый из нас прекрасен, как и народ, как и культура, выражение части культуры общероссийской. Я думаю, желание видеть свою дочь, ну и сын со временем может быть в такой одежде горца, одежде кавказского рыцаря. Я, между прочим, я вот не досказал, когда мы раньше говорили об этом, я часто посещал по причине вот любви к этому национальному костюму и национальной одежде наши краеведческий музей в Грозном, музей изобразительных искусств и так далее. Был там завсегдатаем, если честно сказать. То, что эти музеи разгромили, то, что их разгромили и так далее, произошло. Я личную трагедию считал, потому что основным для меня источником информации нашей национальной идентичности, национальных костюмов, национальной истории, это были музеи. По-моему, так редко везде писалось об этом. Хотя были книги, помню, были книги определенные. Но С так... точки зрения развития туристического направления, это тоже очень важный фактор. Вы думаете, без населения, которое несет свою национальную культуру, идентичность, кому нужны камни, леса, поля и реки? Это должно быть все в совокупности. Мы должны это очень серьезно понимать. Тем более, что очень серьезно мы ориентируемся на туристическое развитие. Да, вот видите, кто думал, что современных, вот наступят такие времена, чтобы поехать в горы, увидеть памятник культурный, национальную одежду, национальную еду. И третье, десятое, это станет таким брендом, такой, скажем так, для тех жителей, скажем, с территории цивилизации, как условно, скажем, наша цивилизация, я думаю, и вот это все, что присутствует, это высшее, яркое проявление цивилизации, определенные из национальных направлений. Ведь те, которые мы называем цивилизацией и культурой других народов или общенародных и прочее, она же, все же, я как сказал, я говорю, складывается из слагаемых. И что-то из мелкого создается крупное и так далее. Но нельзя размывать и то, что, из чего мы это все собираем, из чего это видим. Это национальные колоритные костюмы, национальные обычаи. Вот сейчас у нас молодежь, не единственное, в последнее время у нас немного произошли неприятные вещи происходят. Я думаю, мы преодолеем, что молодежь, какая-то из них часть по каким-то непонятным причинам, там наркотиками увлеклась или что-то таким. Это не присуще было нашему народу, при всем уважении другим народам, нашей идентичности, наше умение прислушиваться старшим, беречь обычаи предков, национальные костюмы и прочее. Человек, чьи предки ходили в костюме кавказского или ингушского или войнавского рыцаря с такой атрибутикой, не может там быть непонятным, я извиняюсь, существом, которое употребляет, не может совладать с собой, не может быть. Вот если бы эта семья воспитывали в этом духе до самого конца. В культуре в этом. В культуре, именно. Вот. Вы, Лейла, спасибо огромное, что вы сейчас поправили. Ведь это же культура в общем плане. Там нету такого национализма или там что-то крайности. Это проявление культуры.
на традиционных обычаях, показах вот этих Самосохранение. самосохранения. Если народ хочет себя сохранить, вот тем более в современных реалиях, давайте тогда вот перейдем именно это очень важно. Наконец-то, можно сказать. Раньше можно было, если говорить о там, допустим, слишком радикально о национальных костюмах, национальных обычаях, это могло даже как-то заподозрить, уже не слишком ли они заигрывают со своим национальным. Если мы сохраняем свою идентичность. Значит, мы боремся с этим западным агрессией против нашей страны, которая не только, я правильно говорю, Лейла, по-моему, это да-да. в контексте нашей передачи, и вот последнего, вот именно нам же угрожает сегодня Запад не только оружием, нашей всей стране, я говорю, нашей общероссийской культуры, советской культуры и прочее, лишить нас такой идентичности, что мы не, у нас среди... Вот как Амир сейчас перечисляет героев, чтобы из нашей среды не выходили такие герои. Героями же они становятся благодаря тому, что национальный и могучий дух не развивает, и костюмами тоже, и культурой тоже. Спасибо. Баркалов, спасибо. Я думаю так. Если народ сохраняет свою идентичность, свои исторические реликвии, свою культуру, он сохраняет собственный дом. В нашем шкафу всегда висели вот такого плана чокри и вот такого плана чокри. Мы доставали из этого шкафа бабушки чокри и носились в нем с таким воодушевлением. Это была такая гордость. Нам всегда говорили: смотрите, подол не износите, придерживайте подол. Мы же были маленькими ростиком. Но и тем не менее нам этого не запрещали. Если в вашем шкафу будет висеть чокри для мужчины и для женщины, то поверьте мне, когда-нибудь ваш ребенок возьмет и примерит его. Вот такая база должна быть. Вы думаете, просто так наши предки использовали эту, что называется, наглядную литературу и пособие? Поэтому, если мы хотим привить любовь к нашему национальному, идентичному, это все должно быть в семье. И это не столько дорого стоит. Мы можем себе это позволить. Поэтому, когда ваш внук или сын возьмет со шкафа костюм, наденет и достойно перед вами предстанет, вы будете им гордиться. И вы будете знать, что в этом ваша заслуга. Не правда ли? Идея хорошая, конечно, да, бесспорно, надо поддержать ее, я думаю, пропагандировать надо. И действительно, может быть, если у каждого дома будет как наглядное пособие, да, даже, и не только пропаганда, а так еще и носибельное это все будет, тогда и дети будут одевать, и культура появится, наверное, проснется. Она-то у нас есть, просто ее надо разбудить. И желание у детей появится, и, может быть, вопросы посыпятся от детей. А что это? А почему так? А почему здесь вот такая деталь, здесь такая? Это значит, уже будут знать и историю. Ну, это такая цепочка знаний, которая может перейти от костюма и дальше, и дальше. Держите в доме национальную литературу, национальные костюмы, готовьте национальные блюда, и куда денутся ваши дети? Можно я скажу еще? Все мои дети, у меня 5 детей, все они знают эти костюмы и танцуют, все. У меня еще 20 внуков, каждый внук приезжает, одевает черкеску, фотографируем, и им очень это нравится. Хотя они не живут в Ингушетии, все время любят вот эти черкески, кинжалы. Баба, достань, который вытаскивается. Я говорю, нельзя, который вытаскивается. Вот так, я очень это обожаю. Я всегда... Поверьте, это всем нравится. Да, и всем Только одеваю. для этого они должны все это видеть Да, воочию. да, да. Это очень красиво, очень. Детям вообще это нравится.
нам досталось прекрасное наследие наших предков, творение их рук, созданное их гением и талантами. И это не просто слова. Обширно творение ингушского народа. Веками копилось оно. И вкладывали они в него не только свой труд, но и душу, мечты, радости и боль за будущее поколение. Есть у нас в народе, говорят, халхарбалт ирбах эли. То есть это было связано с чем? Допустим, если какой-то набег наш народ был, или же куда-то нужно было выступать, те же дзевзуки, например, выступали постоянно, помогали грузинам, соседям и так далее. И был такой ритуальный танец. И говорят лозов, да, лозов, но тогда говорилось халхарбалт ирбах. То есть танцоры, эти воины, они собирались, исполняли свой танец, и это было для того, чтобы воодушевить своих бойцов, собраться с мыслями, так сказать, чтобы как-то поднять боевой дух. Для этого это все делалось. И Ханзвейч Айвал халхвалар балбах ирбах, ну как-то интерпретирует это неправильно. Имеется в виду именно халхарбал ирбах. То есть в этом тоже наши предки заложили огромный смысл, который, к сожалению, мы сегодня потихоньку начинаем терять. То же самое, этот же праздник, который ввели, он отмечается в каждое последнее воскресенье апреля, День национального костюма. То есть это не бал, а бал. Бал, да, именно бал, да. Я уточняю. Бал, да. Вот велся он не потому, что велся он именно потому, что, к сожалению, сегодня мы претерпеваем некоторую европеизацию, так сказать. Сегодня это обсуждается вовсю, что и девушки, и парни на свадьбах, на каких-то там мероприятиях таких культурных больше европейскую одежду любят. Но и создавая сегодня условия, то есть те же модельеры... Это удобно, да, согласитесь, да? Абсолютно. Взяли в магазине, купили и пошли. Да. К сожалению, в начале 90-х или нулевых... А почему нашей национальной одежды нет в продаже для мужчин? Вот, пожалуйста, откройте магазин. Вот как раз сейчас мы находимся в таком этапе, когда это все начинает потихоньку возрождаться. То есть потихоньку люди начинают понимать, что... Шейте для детей костюм. Свое лучше, да. Для подростков, для взрослых людей. И поверьте, отбоя не будет. Вы ничего не делая, то есть мы ничего не делая для того, чтобы поддержать нашу культуру, костюм, все традиционные и исторические наследия, которые у нас есть, пытаемся навязать молодежи то, от чего они давным-давно отошли. Так не бывает. Если человек не знает азбуки, он не умеет читать. И поэтому, прежде всего, взрослому населению нужно начать с себя. Начать с того, что мы пропагандируем или не пропагандируем ингушский язык, ингушскую культуру, ингушскую литературу и прочие вещи, которые нам достались от наших предков. Ведь они донесли их до нас не для того, чтобы мы их выкинули, а продолжили дальше из поколения в поколение. Полностью согласен с коллегами. И то, что вы, как Лейла, вот это акцентируете именно эти важные моменты внимания. И еще в том плане, чтобы традиционно, чтобы люди больше хотели носить эту форму, понимали ее, знали, какая... Между прочим, вот эта передача в этом плане важную роль играет. И спасибо огромное вам всем, вам, Лейла, как всегда, вы самую изюминку, эту вишенку раскрываете. И сегодня, я думаю, это и есть. Вот именно, вот, например, я пришел костюм заказать, примерно, мужской. Какой именно я хочу носить костюм, например, именно такой брутальный, как наши предки, без всякой лишней, там, обшивки, вообще это нашему народу не подходит, у нас другая культура. Я бы хотел бы вот такой костюм заказать. И вы вот сейчас грамотно используете специалистов и 3-й, 10-й. Я вот сижу здесь, я многое внял полезного. Я думаю, и другие, мы же на целую такую огромную аудиторию показываем. Это огромную пользу сегодня принесли. И вот я, насколько понял, вы как типа бизнесом занимаетесь в этом плане и так далее, или что-то. Спрос же рождает предложение, вот надо спрос увеличивать, людей приучать. И сама культура, вот эти музеи и другие структуры у нас, которые занимаются пропагандой и сохранением культурного наследия.
вот так мы можем смело это назвать, культурное наследие, одной из частей общей российской культуры, одной из частей той культуры, того народа, который сегодня является полноценным субъектом Российской Федерации, раз у них есть у нас герб, раз есть у нас Конституция, раз у нас есть гимн, соответствующий, отличаясь от другого. И возможность сохранения элемента нашей культуры, я думаю, это вписывается в общую политику. У нас Спасибо. очень много торговых центров, чего Вот только у нас нет. Но я ни разу не видела, чтобы где-то продавались национальные ингушские костюмы, особенно для мужчин. Где им их купить? Где им их приобрести? Приходите к нам. И здесь стоит большая задача не только, прежде всего, конечно, это родители, дом. Потому что то, что мы получаем в доме, в детстве, это фундамент, с которым мы несем в течение всей своей жизни. По меньшей мере, они должны иметь этот костюм. Это однозначно. Это, кстати, очень хорошая идея. Даже об этом никогда не задумывалась, в принципе. И очень много зависит от педагогов в школах. Я хотела чуть-чуть вернуться назад и поддержать коллегу Гайрбекова Алихана и подчеркнуть о нашей работе, нашего музея, что ежегодно в апреле, в конце месяца мы проводим выставки. Выставку мы проводим, связанную с национальным костюмом нашим. Мы выставляем буквально все работы наших известных мастеров и наших модельеров для нашего населения, для наших экскурсий, чтобы донести до наших гостей, какие костюмы бывают у нас и средневековые, и национальные, и традиционные, да, костюмы, чтобы для нашего населения было это очень интересно. И наши экскурсоводы, в свою очередь, это преподносят нашим гостям. Конечно, возникает очень много вопросов, возникает очень много идей, возникает очень много советов насчет костюмов. И думаю, это все-таки традиция неплохая, чтобы, да, вот ежегодно мы проводили вот эти выставки. Хорошо посещают выставку? Да, у нас посещают выставки. Очень много бывает с общеобразовательных учреждений, с вузов. И бывает очень много вопросов, когда наш экскурсовод очень четко, ясно объясняет. Про каждый Когда есть предмет, возникают вопросы. Да. Объясняет каждый орнамент, значение этого орнамента. Каждый виточек Каждый орнамента. виточек, каждую вышивку, каждый бисер, каждый материал, который используется на этих костюмах. Думаю, это очень хорошая идея, и в нашу очередь мы всегда будем работать, выставлять свои новые и новые работы. Думаю, это вся заслуга нашего музея будет продолжаться. Спасибо вам большое за эту работу. Поскольку мы сейчас находимся в Музее изобразительных искусств Республики Ингушетия, мне бы хотелось тоже озвучить такой момент, что в преддверии проведения столетия ингушской государственности планируется очень масштабный праздник. И мы бы хотели тоже вот со студией Фиара участвовать и выставлять свои модели, одежды, аксессуаров и так далее. И призываем всех тех, кто занимается традиционной ингушской одеждой, который изготавливает ее или хочет как-то себя проявить, молодых модельеров и дизайнеров тоже принять участие в этом масштабном празднике. Я, в свою очередь, хочу поблагодарить руководство Музея изобразительного искусства города Карабулак за предоставленную возможность побеседовать нам с вами в таком теплом, уютном кругу. Благодарю вас за участие в нашей программе. Каждый из вас привнес для нас что-то новое, особенное. И я думаю, что это будет очень полезно для тех людей, которые услышат нас и возьмут все это на вооружение. Что касается меня, перед тем, как выйти из дому на эту передачу, у меня сложились вот такие строки. Мое представление о нашем костюме неотделимо от музыки, которая льется, словно солнечные лучи на заснеженные вершины могучих гор, а затем застывают в воздухе и парят, словно птицы, могущественными крыльями, захватывая все небесное пространство. Они летят стройно и ладно, как сама мелодия. Пусть наша жизнь будет такой же стройной и ладной. Всего вам доброго. Адик Хейлшин, Мяш Дахлш.